Выборы 13 марта. За правду, за справедливость, за КПРФ. Дагестанское республиканское отделение Коммунистической партии Российской Федерации. Номер 3 в избирательном бюллетене. Все настраиваемые или проводимые сегодня реформы, на мой взгляд, они больше попадают под название реформ разрушения. Мы считаем, что такая низкая покупательная способность наших людей идет только от того, что искусственно сдерживается размер пенсии, размер заработной платы. Вот почему мы, коммунисты, в общем-то и выступаем с открытой своей программой. Российские власти совместно с дельцами разных мастей, которые уже стали олигархами, превратили природное богатство нашей страны в свою собственность, прихватизировали крупные предприятия, построенные советским народом, проявляя мнимую заботу о народе с экранного телевидения. Ежегодно они поднимают цены на жилищно-коммунальные услуги, на продукты первой необходимости. Система образования и здравоохранения постепенно переводится на платную основу, что не будет доступно большинству населения нашей страны. Созданные им так называемые партии реальных дел, не имеющие поддержки в народе, используя свои административные и финансовые ресурсы и другие манипуляции, любым путем пытаются сохранить свои властные позиции. За власть трудового народа. За КПРФ. Кризис, очередной виток приватизации, продолжение разрушительных реформ, коррупция – это лишь вершина айсберга сегодняшних проблем государства. О том, чтобы вернуть хотя бы часть завоеваний советской эпохи, сегодня мечтает не только весь Дагестан, но и вся страна. Россия с КПРФ. Все мы хотим, чтобы Россия была современным передовым государством, чтобы Дагестан был процветающим краем. Для того, чтобы этой цели достичь, необходима современная образовательная система. Сегодня в России из 35 миллионов детей только 12% подрастают по-настоящему здоровыми. В стране более полумиллиона детей-инвалидов, родители которых не имеют средств на их лечение. Только при социализме народ может быть уверен в своем завтрашнем дне. Необходимо повысить заработную плату педагогам всех уровней. То, что получает сегодня педагог, это унизительная заработная плата. Это зарплата дагестанского учителя. Минус налоги, минус квартплата, минус расходы на транспорт. Это на жизнь. Россию сотрясают межнациональные столкновения. Выступления националистов в Москве и других регионах страны являются следствием провальной молодежной политики государства. Молодежи легко манипулировать, но ясно одно – если государство не будет серьезно заниматься проблемами молодежи, то нынешняя волна беспорядков сойдет лишь на время, а новая повлечет за собой куда более масштабные разрушения. КПРФ за молодежь, за будущее страны. Коммунисты не раз отстаивали свою страну в критические периоды своей истории. И сегодня мы готовы это сделать. Однако сегодня нам нужна ваша поддержка, уважаемые дагестанцы. Особенно 13 марта, когда будет выбирать депутатов Народного собрания Республики Дагестан. Мы за то, чтобы сохранилось бесплатное высшее образование, был доступ всем социальным слоям к высшему образованию. Мы за решительные реформы. Только программа КПРФ предусматривает реальные меры по поддержке подрастающего поколения и охране материнства и детства в нашей стране. С КПРФ у страны есть будущее. В своей предвыборной программе мы настаиваем на оказании реальной поддержки и заботы о молодежи. Мы будем бороться и побеждать. Подобно нашим отцам и дедам-победителям мы снова говорим: наше дело правое, коммунисты вперед, победа будет за нами. Россия вперед! Вперед к социализму! Коммунистическая молодежь призывает всех дагестанцев прийти 13 марта и проголосовать за Коммунистическую партию Российской Федерации. Я надеюсь, что у нашего народа много мудрости, он сделает правильный выбор, а мы с вами попытаемся этот его выбор защитить и сохранить. Побеждают коммунисты, побеждает народ. Голосуйте 13 марта 2011 года только за Коммунистическую партию и будьте внимательны, она в избирательном бюллетене под номером 3. С КПРФ будущее страны в надежных руках. Дагестанское республиканское отделение Коммунистической партии Российской Федерации. Номер 3 в избирательном бюллетене.